ночным сном, прикоснусь рукою коры в сумрачном таинстве леса, где скрыт приход зари. Убегу под пляску, нет рабеса, убегу танцевать хоровод под волшебную песнь свирели, туда, где лесной народ наиграет народные трели.
Будите, дитя, от вечности, а нарушит свою колыбель. Жить в состоянии беспечности, самовольно падая в тень. Здесь младенец влюбился в небо. Отпустите его кочевать. Это чувство красиво и слепо. Он хочет звездою сиять.
Посмотри, каждый из нас добился чего-то, но мы не можем разобраться в своих проблемах. Ты ведь можешь рассказать нам о них? Ты ведь точно знаешь. Я знаю секрет человека. Знаю, почему вы грустите. Знаю, почему вас преследуют беды, несмотря на успехи. Поведай нам. Тогда слушайте. И сидел человек в одиночестве, в глубокой печали. И собрались вокруг него звери и молвили: «Не хотим видеть тебя в печали! Проси у нас все, что захочешь, и мы дадим тебе это». Человек сказал: «Хочу обрести силу». Егор ответил: «Тогда ты получишь мою». Человек сказал: «Хочу познать все тайны мира». Змей ответил: «Тогда я раскрою их тебе». Все звери согласились помочь человеку. А когда человек получил все дары, которые могли дать ему звери, он ушел. Сова сказала тогда: «Теперь, когда человек знает много, он способен на многое». И знаете, почему-то мне стало страшно. Олень ответил: «Нет, ты посмотри, он ведь знает теперь все, печаль покинет его». Сова ответила: «Нет, человек изголодался. Теперь он хочет брать, брать и брать до тех пор, пока земля не скажет ему: мне нечего тебе дать. У меня ничего не осталось».
Что есть природа? Живой организм? Или бездушная механика Вселенной, которая наделила нас разумом и одиночеством среди безмолвных тел? Природа — это сундук. Кто здесь? Я — тень, и мрак, и вечный холод. У меня много имен и ни одного подлинного. Но слушай, природа — сундук, сокровищница. Она скрывает такие клады, о которых не мечтал сам Кортес. Взгляни на это дерево, что упирается верхушкой в небо. Из него можно сделать корабль и отправиться в дальние страны. Или же построить мельницу, чтобы накормить людей хлебом. А его ветви бросить в очаг, чтобы в нем никогда не догорал огонь, дающий тепло. Кто бы ты ни был, возможно, ты прав. Слушай дальше. Выкопав яму достаточно глубокую, ты набредешь на драгоценные камни и золото. Они обеспечат безбедную жизнь для тебя и твоих потомков. Все, что не есть вокруг, небо, земля, то, что под землей, твое и только твое. Бери сколько надо и ни о чем не сожалей. В этом сила и мудрость. Сила и мудрость. Так значит, природа — это ларец с богатствами, как в детских сказках? Не ларец, а ящик. Какой такой ящик? Ящик Пандоры. Кто ты? Свет без плоти. Я имею множество имен и ни одного подлинного. Но слушай, природа — жизнь. Она растет и дышит. Когда человек роет скважины и кидает пушечные ядра, земля стонет и плачет. Он не может даже ничего сказать. Все это брехня. Энергия, про которую он говорит, она течет под землей. Достань ее оттуда. Достань, заставь играть мир по своим правилам. Ты мнишь природу? Ты мнишь природу бессмысленной игрушкой. Да кто ты такой? Нет. Прочь отсюда. Цветы бездушны. Все цветы, о которых ты говоришь. Природа, она не мать. Это злобный и грозный бог. Вспомни о стужах, ураганах, наводнениях. Столько мучений. Ради чего? Свергни этого беснующегося идола. Приручи природу. И заставь играть мир по своим правилам. И только тогда ты обретешь истинную свободу. Разве не о свободе мечтал Прометей, крадя огонь у олимпийских богов? Да, ты прав. Свобода — прекраснейшая цель, способна заполнить пустоту существования. Я верю тебе, хоть ты и темен, и я тебя не вижу.
Strangers are coming. They control your house. Secure all and say, not guilty, not guilty. Where's your mind? Your mind you cries. You think you're God, but everyone dies. Don't slow and slow. Our souls. Букет стоял на дереве. Цветы завяли. Я следил лепестки. В гнетущей комнатной тиши чуть слышно опадали. Так боролся за него. Срезал концы и воду менял 2 раза в сутки, но смерть обмануть нам не дано, как и саму природу. Я помню, что принес домой срок в полдень жаркий. Там был лишь клевер луговой, ромашки, травы, зверобой, все, что нашел я в парке. И сразу в комнате моей, до духоты нагретой, вдруг стало шире и светлей, как будто запах шел с полей, и поселилось лето. И часто по ночам приду, глотая горький яд. Казалось мне, что я лежу на ярком солнечном лугу, вдыхая аромат, что нет ни боли,
Вдумайтесь, ведь мы и есть природа, ведь мы и есть жизнь. Спасибо огромное. Перед вами выступали студенты исторического факультета. Конечно же, хотелось бы выразить огромную благодарность студенческому клубу «Башгулицы» директора Тагировой Розалии Шатовны, профсоюзной организации студентов и аспирантов «Башгулицы» председателя Ястребова Леонида Валерьевича, Объединенному совету обучающихся в лице Сафуановой Алины, начальнику управления по воспитательной работе Муратовой Венере Рашиповне и, конечно же, самому любимому деканату исторического факультета. Мы выражаем огромную благодарность за предоставленные подарки Joy Knit. Создай аксессуар своей мечты. Joy Knit — это не только две сестры, любящие вязать, но они монстры своего дела, и они все делают на славу. Joy Knit, создай аксессуар своей мечты. Для торжественного слова и награждения на сцену приглашается декан исторического факультета Хабибулин Рустем Камилевич. Бурные аплодисменты. Уважаемый жюри, если оно не вижу, дорогие студенты, и здесь, в первую очередь здесь, и там, потому что и там были, и коллеги, преподаватели, и все, кто пришел посмотреть на это выступление. Я очень рад вас всех приветствовать. И вот зайдя сюда, я смотрю здесь, увидел, что вот окна в таком вот виде. Я думаю, вы специально их занавесили, потому что, чтобы не видеть, что весна там, она как-то запаздывает. Да? Весна пришла сюда, к нам, и принесли вы ее, вот вы молодые, горячие, юные, искренние, от души выступавшие. И я думаю, даже вот нашему старейшему профессору Акману Игоревичу, и то в сердце, он тоже почувствовал вдохновение весны. Почувствовали, Игорь? И настолько все было искренне, замечательно, от души. Профессиональное жюри, конечно, оно профессионально, оно будет смотреть и оценивать с точки зрения своих критериев. Но я думаю, что вот если сейчас мы эти вот черные уберем занавески, то там будет вот такая уже зеленая природа. Весна наступит и там, потому что вы так искренне здесь выступали, что я думаю, это должно не остаться незамеченным не только здесь, но и там. И, наверное, конечно, будут какие-то, там, я не знаю, найденные с профессиональной точки зрения, возможно, недостатки или как-то назвать. Но, как у каждого родителя, дети его самые лучшие. И для нас вы, в общем-то, наши дети, и вы самые лучшие. Если бы я был вашим, я горжусь вами, спасибо, что вы такие замечательные. И мы постараемся быть достойными вас. И история, наверное, она имеет свое начало, но история не имеет, она бесконечна. И вы уже попали в историю, попали в исторический факультет и попали в историю весны студенческой. И давайте будем историческими оптимистами насчет нашей ситуации вот в студенческой весне. Я вас поздравляю, горжусь вами, спасибо вам большое. И вот вы достойны, конечно, наверное, самых больших наград. Они вас еще впереди в жизни будут ждать. Но вот у нас есть такая вот... Каждый год мы выпускаем студентов, и здесь есть студенты 4-го курса, которые, в общем-то, завершают свое обучение. Ну, как завершают? Я надеюсь, что вы придете в магистратуру, то есть продолжите свое обучение, у нас есть магистратура. Но, тем не менее, вы в этом году будете получать диплом об образовании. И хочу вот вручить вам почетные грамоты, ну и вот маленький подарочный сертификат.
Ну, я полагаю, что тут, наверное, мы все должны сказать большое спасибо и выразить восхищение человеком, который сыграл, наверное, может быть, главную роль, важную роль, не хочу примешать другую. Это Валерия Бекмурзина. Спасибо большое. Давний поклонник ее творчества, желаю успеха. Она недавно получила еще одну награду. Удачи. Жаркова Елена. Замечательно. Спасибо. Александр Макул. Усман Кудаш. И пока он идет. Награда его неожиданно. Меня не поднимет. Ефимова Юлия. Артем Нейман. Александра Бакшиева. Спасибо вам. Удачи. Всего хорошего. Спасибо большое.